Ереван, 28 января, Спутник, Арам Гарегинян. Уже несколько лет мы слышим, и пишем, о новых технологиях для армии. Читатели их встречают со смесью надежды, поскорей бы уж, и недоверия, опять шарлатаны. А чаще всего спрашивают, если они такие хорошие, то почему их нет на вооружении армянской армии? Естественно, мы очень многого не знаем, и не должны знать. Что-то из созданного уже внедряется. Что-то активно испытывается. Что нужно, чтобы инновации для обороны стали закономерностью. Об этом мы поговорили с руководителем армянской компании КБХ Арманом Хачатряном. О его разработках мы писали уже не раз. Это системы дистанционного управления для стрелкового оружия и артиллерии. Компания уже много лет создает их и испытывает, на обычных и крупнокалиберных пулеметах. Для чего это нужно? Все очень просто, для того, чтобы на позициях стояла техника, а не люди. Годами компания испытывала свои системы на разных видах вооружения, своими силами и на свои средства. Определенные успехи уже есть. Пулемет испытывался в полевых условиях, на полигонах. Что нужно для качественного шага вперед? Вы не думайте, что мы какие-то уникальные. Многие наши коллеги из других компаний тоже создают что-то новое. Мы друг друга знаем, друг с другом советуемся. Другими словами, на нашей технологической карте есть уже множество точек. Теперь главное, чтобы кто-то взял карандаш и все эти точки соединил. То есть не кто-то, разумеется, а Министерство обороны. Больше некому, подчеркивает Хачатрян. Таких энтузиастов в Армении действительно не один десяток. В своих компаниях они собираются в беспокойной ячейке единомышленников. Месяцами и годами, в нагрузку, к основной работе, они собирают и без конца испытывают новые алгоритмы, системы управления оружием и наблюдения. Об этом их не просят, и они просьбы не ждут. Они хотят, чтобы жизнь их родных и близких стала безопасней. Того же, естественно, хотят и военные. Как им объединить усилия? Военный знает, что, инженер знает, как. Поэтому действовать они должны в связке, тугой и четкой, как часы.
Такой связкой должен стать центр в Министерстве обороны или в новом Министерстве оборонных технологий. Неважно, как именно эта структура будет называться. Важно иметь центр, который на концептуальном уровне решал бы, какие технологии нужны для армии. А дальше по этим концепциям будут составляться технические задания, то есть уже непосредственный план действий для нас, инженеров. Здесь нам должны говорить: нам нужно оружие таких-то и таких-то параметров. Предлагайте свои проекты, поясняет Хачатрян. Имея такие концепции, можно будет приглашать ученых и инженеров с идеями. Из этих идей будет отбираться то, что потенциально можно реализовать и не просто ради интереса, а ради обороны. Идеи будут воплощаться в металле, на первом этапе как научно-исследовательские разработки. Второй этап уже ближе к промышленности, это опытно-конструкторские разработки. А отсюда новинки могут идти уже в промышленность. Такая серийная схема существовала долгие десятилетия в советское время, и этот опыт отнюдь не самый плохой, уверены инженеры. Кроме того, в этом центре будет собираться досье оборонных разработок. И если вы над чем-то работаете, вам подсказывают: вот в этой компании уже решена какая-то часть вашей задачи. Не изобретайте велосипед, сначала посоветуйтесь с ними. И тогда мы будем изобретать уже не велосипед, а нечто совсем другое, улыбается Хачатрян. Лишнюю работу делать не нужно. Ее и так достаточно. Например, можно работать над тем, как заменять зарубежную технику собственной. Хотя бы настолько, насколько возможно. Конечно, есть объективные ограничения. В Армении нет производства процессоров, и в обозримом будущем не предвидится. Но тогда можно создавать хотя бы свои платы к процессорам, и самим до конца прорабатывать софт, подчеркивает Хачатрян. Ведь что находится в мозгу обычного гражданского беспилотника, мы не знаем. А если беспилотник военный, и не наш, то знаем еще меньше. Не отправляет ли он нашу информацию на сторону? Как человек, немного сведущий в инженерии, могу сказать, что проверить это, если и возможно, то очень и очень трудно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия налаживает выпуск собственных процессоров Эльбрус в первую очередь для оборонной техники, подчеркивает Хачатрян.
Инфраструктура для такого единого центра уже создается. Это и технологическая рота в вооруженных силах, и планы по созданию Министерства оборонных технологий. Какими бы ни были планы, их доведут до конкретных результатов. Ведь инженеры абстракции не любят.